Как решить все проблемы и стать счастливой? Подумайте, чего вы хотите? Для решения почти всех ваших проблем нужны деньги. Переходите по ссылке в описании и узнайте, где взять деньги на счастливую и успешную жизнь. Вы этого достойны. Давик, привет. Здравствуй, брат. А ты уже багаж получаешь? Все хорошо, я на месте жду, давай. Как мама с бабушкой? Держится. Привет. Рад тебя видеть. Как папа? Все хорошо, пришел в сознание. Я просто не мог до тебя дозвониться, ты уже вылетела из Антверпена. Что врачи говорят? Ну, говорят, состояние стабильное, и из реанимации перевели в палату. Ну, наконец-то, сынок. Что же вы так долго, а? Рейс задержали, мам. Плюс пробки в городе. Здравствуй, внук. Хорошо, что ты с нами.
хотел тебя видеть. Я не понимаю, почему так все быстро произошло. Мам, не плачь так. Пожалуйста. Успокойся. Пойдем. Пойдем. Пойдем, моя хорошая. Потихоньку. Вот так. Этого не может быть. Пойдем. Пойдем, пошли. Мамуль, может, пойдешь приляжешь? Ты иди, я попозже пойду. Что это? Письма твоему отцу. Не надо, не читай. Потом разберемся. Иди ложись. А ты? Я не могу пока зайти в нашу комнату. Привет. Кофе будешь? Давай. Мы же с тобой в эти дни толком и не поговорили. Как там у тебя в Штатах складывается? Дали в итоге преподавательское место? Дали. Плюс я теперь еще возглавляю проект. У нас там тема исследования. Так, давай только без подробностей. Ты же знаешь прекрасно, что я ничего не понимаю в твоей прикладной микроэкономике. Ты мне просто скажи, как брат брату. Ты доволен? Вполне. Проект небольшой, компактный. Всего 10 человек. 10 человек в подчинении, это хорошо. Это много. Да ладно, скоро у тебя будет в 20 раз больше. У меня? Ген, ну брось, мы же оба прекрасно знаем, что отец хотел видеть именно тебя на месте управляющего. И он был совершенно прав. То есть ты, в принципе, не против, если я займу кресло директора? Я только за. Доброе утро, мальчики. Позавтракали, молодцы. А бабушка где? Я к ней заходила, она себя неважно чувствует. Просила, чтобы ты к ней поднялся.
Ба, пойдем позавтракаешь. Сколько можно так лежать? Тоскливо. Вот здесь. Господи, что теперь будет, а? С нашей семьей, с бизнесом. За модный дом можешь не переживать. Гена готов взять все в свои руки. Гена? А ты? Ба, ну ты же знаешь, бизнес меня никогда не интересовал. Экономика мне интересна только с научной точки зрения. Послушай, теоретик, это дело всей моей жизни. Гена приемный ребенок, а ты мой единственный кровный внук. Бабушка. Что бабушка? А какая разница? Кровный, не кровный, мы все родня. Послушай, я знаю, что я говорю. Давай. Давай сворачивай свои дела в Америке и оставайся дома. Я на тебя рассчитываю, внук. После обеда Валера зачитает завещание. Тетя. Племяшечка моя. Здрасте. Моя хорошая, ну что, как ты? Как мама? Где она, кстати? Она дома осталась. Говорит, пока не может думать о работе. Ну, это и понятно. Чего уж там. Кстати, ты что-нибудь об этом знаешь? О чем? Пишут из банка. Так. Говорят, папа должен им какую-то дикую сумму денег. Ну, это ведь ошибка. К сожалению, нет. Это не ошибка. Ты знаешь, мой брат Леня наделал кучу долгов. Ну, мне он говорил, что дела идут хорошо. Детка моя. Ну, а твоя школа дизайна в Бельгии, а? Ну, за какие деньги он должен был оплачивать учебу? Не, вообще дела шли неплохо, но без блеска. Это ж базар. Это ж рыночная экономика. Сегодня густо, завтра пусто. А подержите, пожалуйста, я сфотографирую. Конечно. Спасибо. Сейчас, одну минутку. Да, Костик. Алло, Аллочка. Получила фото платья? Ну хорошо, птичка моя, ладно. Тогда не беру, все. Целую, давай. Из новой коллекции, значит. Надо будет Кириллу показать. Так вот, детка. Хорошая моя. Ну вам с мамой придется как-то из этой ситуации выкарабкиваться. О своей учебе в Антверпене можешь пока забыть. Ну, по крайней мере, временно. Средств, сама понимаешь, на это нет. Вы с мамой будете заниматься магазином, я беру на себя ателье, справимся. Но на это и нужно время. Можно начинать? Итак, я знакомлю вас с последней волей вашего сына, мужа и отца.
Я, Зборовский Юрий Иванович, настоящим делаю следующее распоряжение. Все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее мне, завещаю моей супруге, Зборовской Янине Борисовне. За исключением частного дома по адресу Вишневая, 25, который завещаю своей матери, Зборовской Софии Михайловне. Акции закрытого акционерного общества «Модный дом» Софии Зборовской, держателем которых я являюсь, разделяю следующим образом. Мои сыновья Зборовский Олег Юрьевич и Зборовский Геннадий Юрьевич получают акции в равных долях, а именно 13% каждый. Управление закрытым акционерным обществом «Модный дом» Софии Зборовской передаю моей матери, его основательнице и держательнице 25% акций на срок 6 месяцев после моей кончины, с правом последующей передачи управления одному из моих сыновей на основании решения Совета акционеров. Это все, Валерий Петрович? Все. Хорошо. Ну что ж, я не думала, что мне придется снова браться за дела. Но в целом Юра поступил по справедливости. Вы согласны? Да, бабушка, конечно. Разумеется. Вот это никуда не годится. Сколько времени нужно, чтобы отшить таких штук 50? Неделю, не меньше. Неделя, надо быстрее. Снял лекало и погнали. Все, на. Всем привет. О, шутник явился. Здорово. А что это было? Аллочка, птичка, а? Алла Семеновна, ну это же элементарная конспирация. Конспиратор. Ну, молодец. А ты учись. Давид, все в порядке? Ну, слушай, меньше, чем за неделю 50 таких штук отшить. Ну, все, успокойся. Я к тебе сейчас Костика пришлю, он разберется. Вообще в полицию позвонила. Твой папаша тупо должен нам деньги за место. Мы и так уже 3 месяца ждали. Кто мы? Кому именно он должен? А, я смотрю, ты вообще не вкуришь, да? Думала, за аренду заплатила и все. Нет. Это рынок, детка. Здесь совсем другие законы, так что давай плати. Бабками или товаром, мне пофиг. Да за что платить-то? За то, что мы вашу лавку украшу. Пацаны, какие-то проблемы? Костя, Да ладно. Костян, Пашка. здорово. Здорово. А ты что тут делаешь, а? Доработаю. Ну что, может, договоримся? Конечно, договоримся. рэкет. С ума сойти. Я думала, это осталось в прошлом. Нет. Если бы не дядя Леня, я бы сейчас тоже рэкетом занимался. Папа мне так и не рассказал, как вы познакомились. Я спрашивала, но ничего конкретного так и не добилась. Так а что там рассказывать? Ну, расскажи, пожалуйста. Ну, я тогда еще в интернате жил. Мы с пацанами по рынку ходили, карманы щупали. Воровали? Ну да. Я тогда дядь Леня на 5 штук нагрел. Он меня поймал, даже ментам не сдал. Ну, потом мозги вправил, работу предложил. Так и познакомились. Папа был таким человеком. Таких больше нет. Вика, я вот в этой кофейне был, кофе пил как-то лучше, чем в Европе, клянусь. Можно я тебя угощу? Здрасте. Здравствуйте. Что ты хочешь? Капучино. Капучино 2, можно, Хорошо. пожалуйста? Да, конечно.
мешаю? Да нет, садись. Ну, и кто кого? Да вот, пока только шах себе влепил. Хорошая ситуация. Я у тебя спросить хотел. Как ты относишься к решению отца? Да, по-моему, он все гениально придумал. Да? Ну, да. Просто ты сам говорил, что кресло управляющего должно быть моим, а он туда бабушку посадил. Ген, ну ведь это ж только на 6 месяцев. Потом совет акционеров проголосует за твою кандидатуру. Получишь ты свое место. В чем проблема-то? Да, проблем нет. Все хорошо, я просто подумал, раз тебя не интересует наш семейный бизнес, может быть, ты бы мне свои акции продал? Да, может, и продал бы. Я, честно говоря, об этом не думал пока. Ну, подумай. А пока что давай сыграем. В какой руке? Давай, как всегда, проиграешь. Вика, у тебя есть мечта? Мечта. Пока училась в Антверпене, хотела стать крутым модельером. До сих пор с собой альбом с эскизами таскаю. Ну-ка. А теперь, оказывается, папа из-за меня в долги влез. Он просто в тебя очень верил. И ты не должна отказываться от своей мечты. Ну, не получилось сейчас, получится потом. Ты, главное, не сдавайся. Я же знаю, что ты станешь крутым модельером и прославишься на весь мир. Спасибо. А о чем мечтаешь ты? Да, у меня все примитивно. Хочу заработать много денег, купить крутую тачку, загородный дом, яхту, миллион модных галстуков, много путешествовать. О, Ибица, Лазурный берег. И каждый день на обед лобстер. Каждый день скучно? Хорошо, тогда только по вторникам. И четверг. Мам, я дома. Мамуль, ты как? А я купила новый выпуск. Это журнал «Все о моде». Посмотри. Завтра поедешь со мной на работу. Мам, ну надо же как-то жить дальше. Я стараюсь, дочь. Привет, Вась. Здравствуй. Привет. Здравствуйте.
Всем привет! О, Мариночка! Привет! О, это вам к чаю. Привет! Девчонки, привет. Галина Алексеевна. Привет. Ну, красавец. Владимир Алексеевич. Как Лондон? Как Лондон? Как Лондон? Я пойду. Девочки, сначала. Привет! Маришка, моя вижу, ты вернулась. Привет. Еду сюда. У него аудиенция у Софьи Михайловны. Пойдем, пока кофейку выпьем. Пойдем. Я так понимаю, Гена заказ в Польшу так и не ушел? Не совсем так, бабушка. Это дома, я тебе бабушка. Простите, София Михайловна. Дело в том, что через неделю после заключения договора поляки попросили увеличить количество продукции втрое. В связи с этим сроки были изменены. Софья Михайловна, мне нужно с вами срочно обсудить один важный вопрос. Можешь идти, Ген. Наши котировки падают. И это еще не все. Кто-то скупает акции. Не успел Юра умереть, как-то уже слетели стервятники. Может, это кто-то из наших акционеров? Проверим. Гена. Марина? А ты что здесь делаешь? Ты разве не должна быть в Лондоне? Я сбежала с показа, надо тебе столько рассказать. Ладночка, давай. Вика, ну иди сюда. Чего? А ты что сделала? Чего? Чего ты такое? Ты что сделала? Ты продала одежду из новой коллекции по скидочным ценам. Ну вот эти вот. Ой, я не знаю. Наверное, я ошиблась. Что, ошиблась? Ничего себе, да твои ошибки нас разорят, ты что? Тетя Алла, вы меня тоже поймите. Я ведь не продавец. Я дизайнер одежды. Я умею придумывать, конструировать, шить, кроить, но торговать я не умею. Значит, и не надо. Скажи мне, а твоя мать вообще собирается на работу выходить? Собирается. Просто она еще себя плохо чувствует. Ясно. Нет, Вик, ну ты тоже должна меня понять. Но я же не могу одна здесь все решать. За все сама отвечать. Но это же и ваш бизнес тоже. Ну вы же должны хоть немножечко как-то поднапрячься, что ли. Извини, что подвела. Ладно. Собирай тут все, закрываем. Пошли. Куда? Куда? В ателье. Там сейчас как раз разгар рабочего дня. Я сейчас Маше позвоню, она приедет. Хорошо. Ген, ну подожди, я хочу тебе сказать. Я хочу завязать с карьерой модели. Я хочу разработать свою линию одежды. Да, то есть ты хочешь стать моделью? Ну а почему нет, Ген? У меня для этого есть все. Да? Что Да. у тебя есть? Ну что? Ну, у меня есть все. У меня есть богатый папа и нужные знакомства. Ну, и конечно, у меня есть ты. Но ты же мне в этом поможешь. Ну, конечно. Конечно, я тебе помогу. Гена, я тебе хотела сказать, что ты позволяешь себе на рабочем месте. Софья Михайловна, здравствуйте. Марина? Уже вернулась? Да, только с самолета. Освободишься задержка мне? Конечно. Отлично пошили. Аккуратно. Ну так старались. Нана, иди сюда. Смотри. Нравится? Да, нравится. Ваша новая униформа. Сегодня же начнете работать в ней. Спасибо. Ты бы лучше все комплекты проверил, чтобы потом без претензий. Все 10.
Да ладно, я же тебе верю. Спасибо. Сегодня же перечислим деньги. Ну так отлично. Тогда пока. Послушай, у нас сегодня диджей из Белграда. Вон он там готовится. Говорят, просто супер, так что приходи. Работы много, Лен. Он в 11 начнет, и ты освободишься, у меня рабочий день закончится. Приходи, выпьем, потанцуем. А как же Гоша? С Гошей сейчас все ровно. Счастливо, Гош! Счастливо. А что у тебя с ним? Ничего, чисто рабочие отношения. Так, Викусь, вот то, над чем мы работаем. Мы будем шить такое же? Это же платье от Софии Зборовской. Ну да, сейчас лекала принесу. Дядя Кирилл, так нельзя. А что нельзя, Вик? Воровать чужие идеи – это же преступление. Папа бы никогда этого не одобрил. Да твой папа весь этот год только и делал, что крал идеи. Разве не так? А если не крал, так ничего продать не мог. А что такое? А? Как жить на деньги папочки? Как учиться за границей? Так это мы умеем. А как работать, так нам все не так. Так, Алла Семеновна, что произошло? Да ничего, что у нас там с униформой официантов? Отвез, деньги должны быть уже на счету. Хорошо. Что? Лекала. Лекала. Бусинка, а что случилось? Бусь! Вика, ты куда сорвалась? Вы что, с Аллой Семеновной поругались? Костя, это правда? Что? Мой папа подделывал одежду известных марок. Нет. Ну ты... Дядя Леня был готов на все, что угодно, лишь бы ты была счастлива. Он это делал ради тебя. Вик, не суди его, это нормально. Я понимаю, ты вернулась из Бельгии, и тебе кажется все это странным. Нет, я вернулась, и все здесь оказалось не тем, чем было раньше. Вик, подожди. Владимир Алексеевич, Марина собирается выпустить свою собственную линию одежды. А что требуется от меня? А что вы так испугались, Владимир Алексеевич? На место главного модельера я пока не претендую. Владимир Алексеевич, от вас практически ничего не требуется. Элементарной поддержки. Нет уж, давай-ка конкретнее, Ген. Что именно ты под этим подразумеваешь? Хорошо. Когда я буду представлять Марину своей бабушке как молодого, но очень перспективного дизайнера, да? Поддержите моего кандидата. Ладно, давайте попробуем. Нам действительно нужна новая кровь. Но учти, весь этот чудо-эксперимент под твою ответственность. Ну, разумеется.
надеюсь, ты как следует подготовил свою бабушку. Разумеется. Главное, чтобы ты сама завтра не облажался. Поверь, моим талантом она будет сражена. Да? Заинтриговала. Может быть, сходим с тобой куда-нибудь вечером? Например, в Лагуну. Я помню, тебе там очень нравилось. Можно. Тогда созвон. Через полчасика заходите, тут ведь работы немного, только брюки подшить. А так костюм на вас сел, как влитой. Хорошо, договорились. Через полчаса я у вас. Да. Да, Вер? Вот это эскизы из разных коллекций. Интересно. А еще у меня есть фотографии готовых работ. Ну так показывайте, не стесняйтесь. Да вот ваш... Ой, простите. Осторожнее, вы что? Извините. А где, вы говорили, учились? Институт технологий дизайна. А потом еще год в Антверпене. Академия изящных искусств. Только год? Почему не продолжили? Так получилось. Хорошо. Оставьте ваше резюме, мы вам позвоним. У меня нет с собой резюме. А как же это вы, деточка, на собеседование собирались? Вы знаете, я так спонтанно решила к вам прийти. Вот. Хорошо, спонтанная вы моя. Вот вам мой имейл, сбросьте сюда ваши контакты и резюме. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. Ваш костюм уже готов. Носите с удовольствием. Но если вы сомневаетесь, я могу вам показать другие модели. Нет. Не-не-не. Спасибо, мне все устраивает. Да. Носите с удовольствием. До свидания. До свидания. Снова вы что, на ходу переоделись? И, извините, не понимаю. Костюм уже готов? Я вам только что его отдала. В смысле? Ладно, как хочешь. Да, Лен, привет. Ну что, твое предложение насчет потанцевать в стиле? Отлично. Тогда до встречи. Чикаго Бриз, пожалуйста. Да, конечно. Здорово. Привет. Леночка, вы за своим столиком.
Вот и я. Привет. Ты отлично выглядишь. Стараюсь. Ты руки убрал? Ты чего? Потом поговорим. Давай, на выход. Че, придурок? Еще раз увижу с ней. Инвалидом станешь. Ты меня понял? Ты меня понял? Что сейчас было? Шла ты, тварь! Что за фигня вообще? У вас какие-то проблемы? Я тебя здесь больше не видел.